Да, у нас только было одно заседание комиссии. Мы там утвердили план работы на на второе полугодие 2024 года и на 2025 год. Ну и хотели провести круглый стол, но в связи с тем, что у нас приглашенные министерства представители все ушли в отпуск, его перенесли на сентябрь месяц. Вот и все. Ну и когда мы ходим по организациям, учреждениям, всегда выступаем, поздравляем от имени комиссии. Ну, это День библиотек, День музеев и так далее. Вернее, не комиссия, а имени Совета Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вот коротко. Хорошо, добро. План вы наметили, все есть, мы к нему перейдем, да? Хорошо. Добро, спасибо. Полкараков. Здравствуйте, коллеги. Комиссия по обеспечению взаимодействия с общественными советами. У нас 5 июня состоялось первое заседание нашей комиссии, где мы утвердили план работы комиссии с июля по декабрь 2024 года. И вот в июне наш член комиссии, заместитель председателя Айтал Дмитриевич Керемясов провел выездное совещание с общественным советом Чурапчинского улуса. Также в рамках этой встречи провел встречу с заместителем главы по социальным вопросам. Также 25 июля мы в рамках Дня общественной палаты Республики в Намском улусе ездили, посетили 3 поселения. Также встречались с вновь избранным составом общественного совета. И также получили от них наказы, предложения, да, и будем работать по этим предложениям с общественным советом Намского улуса. Кратко все. Хорошо. Спасибо. Сергей Августович, комиссия. Комиссия по развитию сельского хозяйства и сельскохозяйства. Развитию села и сельского хозяйства. Мы провели тоже одно заседание, где мы наметили план работы и также приняли участие в общереспубликанском форуме село «Душа народа», да, можно перевести. Тверь мог был позади, да, он называется. Приняли участие и довели свое мнение до до общественников. Ну, конечно, были предложения, что почему они проводят это такое заседание отдельно от общественной палаты. Но это мы не можем им запретить. Они, как Иван Иванович Шамаев, они опытные люди, товарищи, общественные, активные. Ну, они решили провести такой форум. Ну, конечно, прозвучали много предложений, прозвучало. Не всегда, может быть, они были, как говорится, объективными, но, как говорится, все это, конечно, будет потом прорабатываться. Ну, конечно, мы пожелали, чтобы все эти пожелания, которые были высказаны и отражены в резолюции, и как там обращении к правительству и Дархану, нашли продолжение. Зачастую у нас такие форумы проводятся, и все остается на бумаге. Откладывается, как говорится, долгий ящик, и потом это, как говорится, потом только вспоминаем, что это было. Ну, конечно, по выезду в Намский улус, конечно, тоже планировали провести встречи с населением, там, сельхозтоваропроизводителями или с управлением сельского хозяйства. Но должен высказать замечания аппарату, что не были осведомлены, что будет такая встреча. Так что, как говорится, садоводы, садоводы и овощеводы не встретились, они там что-то разговаривали, да, мы проинформировали их о работе. А вот действенного такого результата от этой встречи насчет
вот проблемных вопросов по селу, вот то, что мы говорили на форуме и так далее, вот, об этом вообще ничего не было сказано. И поэтому я хочу высказать замечания аппарату, которые не удосужились предупредить управление сельского хозяйства и население, общественников, чтобы приняли участие на встрече. Все. Глебов Георгий Эдуардович. Здравствуйте, коллеги. Комиссия по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями. За этот небольшой период у нас было выездное собрание комиссий. Вот, мы наметили планы в сентябре-октябре месяце у нас будет круглый стол с приглашением представителей исполнительных органов власти, касающихся проблемами, которые обеспечиваются, проблемами, связанные с обеспечением безопасности на социальных объектах из-за определенных проблем. Вот, также еще у нас был выезд в поселок Усть-Куйгар, было общение с главой данного населенного пункта, с Сергеевой Варварой Валерьевной. Вот, наметили с ней, она поделилась рядом проблем, связанных и с безопасностью, и с социальной сферой. Сейчас у нас готовятся вместе с ней, ей готовятся конкретные формулировки, по которым она хотела, допустим, чтобы через общественную палату довести до проблем жителей Крайнего Севера. Вот, то есть работаем в этом отношении. Вот. И также, получается, как я уже сказал, готовимся к осеннему, так сказать, рабочему периоду, так как сейчас летом особо с коллегами из исполнительных органов власти сложно что-то сейчас добиться, потому что они все там, и работа у кого-то слишком много, либо отпуски. Вот, поэтому сейчас готовимся к ряду мероприятий. Вот, так что пока вот в таком режиме работаем. Спасибо. Так, тогда, Елена Николаевна, вы тогда комиссия по семье, да? Нет, комиссия. Добрый день, коллеги. Комиссия по вопросам территориального развития и местного самоуправления. Анатолий Ефимович за пределами и попросил меня проинформировать о работе нашей комиссии. Состав нашей комиссии 9 человек. Наш куратор Булжан Адикеримовна, она с нами в контакте. С начала работы мы провели 3 заседания. В июне месяце 2 заседания, и 1 заседание было у нас в июле месяце. В одном заседании у нас принял участие с информацией Птицын Владимир Владимирович, директор, исполнительный директор дирекции Совета местного самоуправления. План работы комиссии в этом году мы подготовили. Предложения по экспертам тоже у нас есть. Как сказал предыдущий коллега, органы исполнительной власти, по нашим вопросам, они в июле, в августе, в июне месяце были очень заняты, в отпуске и так далее. Поэтому у нас есть планы мероприятий вот с августа, с сентября. Об этом, наверное, в другом пункте, да, повестки дня. Все. Хорошо. Так, Юрий Иванович. Спасибо образование, большое. комиссия. Уважаемый Станислав Семенович, Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, комиссия по вопросам развития образования и науки Общественной палаты уже провела 3 заседания, в том числе 1 выездное в рамках педагогической ярмарки Республики Саха-Якутия, где мы смогли собрать более 50 представителей разных районов нашей республики, где они озвучили основные проблемы развития образования в сельской местности, это система дошкольного, общего образования. Протокол комиссии составлен, на основе которого в том числе формируется работа на 2024 год. По итогам этих 3 заседаний, в том числе по вопросам летнего отдыха и оздоровления детей в Республике Саха-Якутия, была проведена рабочая встреча с министром образования и науки Республики Саха-Якутия Вергуной Афанасьевной Соколовой, где определены
3 ключевых момента, в которых комиссия могла бы оказать определенное содействие и развитию и образования, и науки Республики Саха-Якутия, на основе которого представлен план. Сегодня планы мероприятий Общественной палаты представлены. Уважаемые коллеги, вы все получили в раздаточных материалах. Я в этих моментах останавливаться не буду. 3 ключевые позиции работы комиссии. Первое – это нормативно-правовое обеспечение, где мы рассматриваем и уже приняли участие в разработке концепции летнего отдыха и оздоровления, дали свое экспертное заключение. Второе – это по развитию патриотического воспитания, начиная с дошкольного образования, в том числе принимали участие в заседании Дальневосточного семинара совещания с Министерством просвещения Российской Федерации. И третье – патриотическое воспитание, нормативно-правовые акты только готовятся, по ним мы будем работать. Кроме этого, с Министерством ведется работа по предложению членов комиссии имени Михаила Михайловича Чиросова по работе нашей комиссии по независимой оценке качества образования. Данный нормативный акт готовится. Очень надеемся, что исполнительный орган примет и члены Общественной палаты в этом направлении начнут свою работу. Кроме этого, в сентябрьской и по ноябрь месяц комиссия предполагается 2 большие рабочие группы по рассмотрению нормативного регулирования заработной платы работников педагогической деятельности Республики Саха-Якутия, работающих в сельской местности, из-за определенного уровня высокой дифференциации между заработной платой городского округа и сельских местностей. И второй вопрос – это обеспечение кадрами сельских общеобразовательных организаций, дошкольного и общего образования. Здесь мы тоже с Министерством образования будем готовить ряд документов, которые, очень надеемся, выйдут как проекты для решения правительства нашей республики. В целом работа комиссии идет, все члены активные, ведут постоянную системную работу. Сейчас находится каникулярный период, скоро начнется приемка образовательной организации, поэтому активная деятельность комиссии начнется с первых чисел сентября. В целом доклад такой, думаю, работа будет. Очень надеемся, что к концу года 2 хороших документа совместно с исполнительным органом будет подготовлено нами. Спасибо за внимание. Спасибо. Светлана Алексеевна Лукьянова. Я приветствую вас, коллеги. Комиссия по строительству, транспорту и ЖКХ провела 2 собрания. Первое у нас ознакомительное было собрание, на втором собрании мы разрабатывали, предлагали и утверждали план работы на второе полугодие этого года. У нас очень большие наметки, так сказать, реальные такие, нужные обществу и горожанам, и жителям республики. Это участие в контроле и указах президента Российской Федерации и главы нашей республики Александра Сергеевича Николаева. Затем участие в контроле национальных проектов по безопасным и качественным дорогам, по переселению из ветхого жилья. Также мы наметили встречи с городом Якутском, с мэром города Якутска. На сентябрь месяц он подтвердил свое участие в нашем приглашении. Мы изъявили желание ознакомиться с мастер-планом застройки города Якутска. И 10 сентября мы встречаемся и, в общем-то, решаем проблем много в застройке. И отсыпка озер, и отсыпка территорий всех. Занимают участки не самовольно, это не секрет, потом масса всяких нюансов. Но, в принципе, хотелось бы, конечно, у нас вышел из комиссии, вообще из общественной палаты, 1 член. И каким образом... Выходит, да. Он выходит, да. Каким образом нам бы, так сказать, восполнить? Да, восполнить это, во-первых. Во-вторых, у нас с совещательным, с решающим голосом совсем 2 человека. И сейчас Валерия Алексеевича. Надеюсь, я Да, обязательно. Почему? Потому что мы, в общем-то, не можем быть легитимными.
Да. Я состою в комиссии уже в республиканской по приемке комиссии, да, но этого недостаточно, все-таки нужен вес общественной палаты. Это у меня был Народный фронт, а сейчас у меня общественная палата должна. Да, и сейчас мы, в общем-то, хотелось бы, конечно, чтобы активнее участвовали члены общественной палаты, вот члены комиссии, в работе комиссии. Но пока у нас вот, во втором заседании, да, оставляет желать лучшего. Вроде бы обзваниваешь, говоришь, но нам нужно вообще с дисциплиной как-то вопрос решать. Если человек не хочет, ну, выходите и не занимайте, так сказать, и не обнадеживайте нас, что вы будете работать. Вот этот вопрос нужно нам просто как-то с дисциплиной решить для всех. Это для всех будет неплохо, так сказать, если члены комиссии, которые заявили желание, будут работать так, как положено. У нас также очень много вопросов еще с руководством города Якутска, вот именно архитектурно-планировочного предприятия. Там тоже оставляет желать лучшего, мы хотим заслушать их, потом провести расширенное заседание по состоянию улицы 50 лет Советской Армии, которая тоже, в общем-то, в подвешенном состоянии, заслушать министра транспорта и дорожного хозяйства. И также провести круглые столы совместно по безопасности дорожного движения, совместно с ГИБДД. Ну, работы много, и мы надеемся, что мы выполним все намеченное. Хорошо, спасибо, Светлана Алексеевна. Ну, я честно скажу, у меня очень много сейчас звонков поступает, да, вот многие знают, что я член общественной палаты, и вот насчет Сахатранснефтегаза. Это, наверное, к вашей комиссии. Да, я сейчас, у нас вопрос решается по поводу, я встречалась в Томске, и мы этот вопрос будем обсуждать на круглом столе. Мы намечаем, в общем-то, заседание круглого стола совместно с УГРС Сахатранснефтегазом, да, газораспределительных вот этих вот сетей. В курсе тоже всех событий, он тоже, и он с удовольствием примет участие в этом. И я планирую Томского предложение ему сделала, чтобы он был экспертом. Вот именно экспертом, это человек, который работает с населением, для населения. И этот вопрос мы держим за контролем, да. Проведем. Но там, знаете, там прокуратура, и все, что они делают, я говорю, прокуратура говорит, что все по закону. Нет, я знаю, что члены комиссии, четвертого созыва. Коллеги, я предлагаю вот эти вопросы, которые у нас есть, оставить их для решения в разное. Хорошо? Сейчас мы идем по нашей повестке, по информации комиссии. Ладно, хорошо? Но мы на этом не остановимся. Михаил Михайлович. Да, комиссия по природопользованию и экологии. У нас было одно заседание такое, уже прямо сразу куча вопросов там было. В том числе заслушали такой вопрос, связанный с Талаканом, связанный с вопросами, да, это Южной Якутии, Алёкинской, там, Тянская проблема. Ну и в принципе как бы много вопросов решали в таком плане, что я фактически председатель общественного совета при Министерстве экологии, и в ряде случаев мы сообща работаем. Теперь мы инициировали включение предложений республики, в том числе с участием общественной палаты, нашей комиссии в национальный проект «Экологическое благополучие». Сейчас создана рабочая комиссия, и идет очень неплохое взаимодействие с федеральными органами власти. Надо сказать, что в этом плане статус общественной палаты, я считаю, нам помог, потому что рассылка от общественной палаты, например, вот в отличие от республиканской общественного совета, в котором мы состоим, то федеральные органы реагируют четче. По крайней мере, мы увидели впервые людей, которых на республиканский уровень вообще никогда не приходят. Поэтому, думаю, будет интересно. Но общественный контроль у нас так и так уже отлаженный, потому что все проблемы, которые возникают, и в области экологии тоже пересылайте мне, мы все в группе находимся,
У нас уже отработана система, и она расширилась за счет того, что мы старый состав общественно-экологического совета превратили в такой неофициальный экспертный совет, который продолжает активно обсуждать, включился, немножко обиженный, что их не взяли в новый состав, но они все активные, никто не выходит в группу, все взаимодействием делаем. Теперь обсудили региональный проект полиэтилена, его будут включать федеральный. Еще сейчас идет большая работа в рабочей комиссии, которая была тоже нами инициирована. 8 направлений для федерального проекта республиканского. Если даже их не примут в полном объеме, то хотя бы 20% это будет довольно большая поддержка республики. Ну и мы хотим инициировать письмо от имени Общественной палаты по включению тех накопившихся проблем по экологии Якутии, которых вообще у нас полно. И это будет поддержкой той политики, которую проводит республика по увеличению объема федерального финансирования. Потому что, по сути, у нас за все эти годы накопилось столько проблем, которых недофинансировала Российская Федерация, еще Советский Союз. Это вопросы, связанные со всеми накопленными ущербами, затопленными кораблями и так далее. Огромное количество. Поэтому мы подготовим письмо и будем просить, чтобы Общественная палата, председатель уже отправил на уровне России и в Министерство российского плана. Ну и у нас хорошее взаимодействие с сенатором республики Афанасьевым Сахаминовичем. Сами знаете, он эколог, министр, поэтому он нас заинтересован и поставляет нам регулярную информацию. В частности, по нацпроектам всем предлагаю как-то курировать, потому что, по сути, если мы сейчас не успеем это все выдать, нормальные сроки, то мы пролетим мимо дополнительного большого федерального финансирования. Это, по крайней мере, ощущается. Сахалин Иванович просто готов лоббировать, минимально там, свой круг интересов, но у него же функции шире, поэтому в этом плане тоже говорю. По экспертам мы немножко, я вот не понял, мы думали, какие-то квоты есть, это я смотрю, можно и побольше, у нас количество кандидатур больше, чем количество квот, я думаю, наверное, можно и побольше, это же тем более общественная работа. Ну и я стал по рекомендации зампреда Степанова, его брата, экспертом один из 7 национальных социальных инициатив, где мне приходится агентство стратегических инициатив, такие региональные группы создают, и они навесили на меня экологию, ЖКХ, образование. Это ужас. Навесили. Точно. Потому что там мало кто работает. Сейчас региональный представитель ОСИ нас всех гоняет, и это все параллельно смешалось с нацпроектами, с этими вещами. Мы их всех чиновников пишем, они сами бедные запутались, что отвечать, потому что везде сроки примерно одни и те же, 1 августа. Поэтому вот сейчас очень напряженное дело. План составили типовой, хотя это будет все по ходу меняться, добавляться. И это такой, я понял, план живой. Каркасно мы выполнили. Так в целом план большой, конечно, в целом Общественная палата работает. Это я чисто по своей части. Спасибо. Эксперты неплохие, работаем. Спасибо большое, но мы уже видели, мы уже знаем, что вы действительно комиссии начали очень серьезно. Когда эти были загрязнения реки и по южной Якутии, когда вопросы были, вы очень хорошо включились. Так, Василина Павловна, комиссия по Добрый день. Комиссия по патриотическому воспитанию, добровольчеству, молодежной политике. 3 мероприятия провели. Первое заседание 6 июня. Обсудили наши проекты, предложения, утвердили план. В конце июня организовали круглый стол по поисковой деятельности с участием гостей из Новгородской области, которые курируют якутские поисковые отряды, работающие на озере Ильмень. Прошел такой интересный круглый стол, провели совместно с комиссией по взаимодействию с общественными советами. И в июле провели расширенное заседание по военно-патриотическому воспитанию, в частности по начальной военной подготовке с участием вузов, Министерства образования, отраслевых министерств и патриотических организаций. Тоже интересные дискуссии прошли, предложения внесли в адрес министерств и ведомств. Так, вкратце все. Хорошо, сейчас вот буквально 25-го вернулись дети из Ржева по проекту, да? Знаете же, 3-й год, который Поспредство делает, как раз дети из наших
вузов, Вузов, всех, объединенные, всех да. она были, и теперь уже подключила наш посредство весь Дальневосточный федеральный округ, поэтому тоже можно будет, наверное, где-то как-то рассмотреть и иметь видео об этом проекте, хорошо? Для распространения его и доведения до населения. Так, ну что, здесь у нас кто очно принимает участие, председатели или замы выступили, и у нас сейчас там на связи находятся представители 3 комиссий. Это, ну, с кого начнем? Нюргустана Николаевна, комиссия по Арктике. Наталья Николаевна. День, коллеги. Комиссия по делам Арктики и вопросам коренных малочисленных народов тоже по регламенту Общественной палаты мы работу свою начали. Мы провели одно заседание, второе было организационное заседание. План у нас наверстан полностью. Активно приняли всего 60% членов данной комиссии. Эксперты у нас обозначены, договоренности и взаимопонимание у нас есть, в каком направлении мы будем работать и требовать экспертного мнения наших экспертов. Мы провели встречу, наметили совместную деятельность, нашли общее понимание с депутатом Евтемен, с Еленой Христофоровной. Наметили тоже ряд мероприятийных событий. В сентябре мы будем планировать делать большой круглый стол совместно с Евтемен на вопрос, когда мы закончим анализ. Но я буду проводить анализ социально-экономического развития 13 арктических вузов, часть социальной поддержки от государства. Насколько арктические вузы на сегодня выполнили весь, количественно, качественно были и идут поддержка государства. Вот это мы сделаем и сделаем большую работу. Наша комиссия приняла участие в первом форуме Дальневосточного федерального округа, который называется «Разговор о важном для где мы, конечно, тоже узнали новые приоритетные направления, что, какие цели ставит перед нами государство. У меня коротко так. Работа ведется. Второе заседание у нас будет 20 августа. В целом мы изучаем 13 арктических вузов, какая именно поддержка и помощь нужна от общественной палаты. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Так, комиссия по предпринимательству, Ольга, по креативной экономике, Ольга Григорьевна. Ольга Григорьевна. Добрый день, дорогие коллеги, как меня слышно? Слышно? Можно погромче маленько? Не видно. Меня не видно, я из дома, немножко не здоровится, поэтому разрешите с камеры. Слышимость хорошая? Да. Да. Ага. Всем добрый день, рада всех приветствовать. Наша комиссия заседала раз в стенах общественной палаты, и 2 встречи мы провели с общественными советами по предпринимательству и с общественным советом по внешним связям по итогам проведения игр «Дети Азии». По планам работы и определению экспертов комиссии заседание прошло скоро. Ну, если вкратце по планам, то у нас, конечно же, участие во всех совещаниях общественной палаты, в пленарных заседаниях, участие в мероприятиях Общественной палаты Российской Федерации. Также впервые мы ввели в план работы нашей комиссии участие в Координационном совете при главе Республики Саха-Якутия по предпринимательству и на отчетах правительства Российской Федерации получено согласование. Участие в работе конкурсных комиссий по предоставлению льгот. Ольга Григорьевна, у нас не план работы, Ольга Григорьевна, о работе комиссии пока. Второй вопрос был о плане работы. Ага, ну, по определению экспертов у нас получилось, ну, также всего экспертов, я думаю, ограничений. Ну и по этим обращениям мы отрабатываем. Сейчас идет
ну, такое несколько неактивное, да, вот в летнее время участие, но планы у нас намечены, работа идет. Хорошо. Так, и у нас последняя комиссия по здравоохранению, физической культуре, здоровому образу жизни. Алексей Иванович Индеев, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Рад вас снова всех видеть. Извиняюсь, что не мог очно присутствовать. Так, позвольте ознакомить вас с мероприятиями, которые у нас уже провели. Это было 3 мероприятия. Первое – это ознакомительное с нашей комиссией. Второе состоялось в начале июня этого года перед международными спортивными играми «Дети Азии». Основная тема была по здравоохранению, ну и участников спортивных игр. И третье мероприятие прошло в начале июля месяца по подведению предварительных итогов создания типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе на территории нашей республики. С участием Министерства труда, социального развития и представителей Министерства труда, социального развития и Министерства здравоохранения Республики Якутия, а также муниципальных образований Горного, Намского, Татинского и Чурапчинского вузов. В этом году у нас намечено еще 7 мероприятий до конца года. Наверное, не стоит называть эти, по которым надо будет это проводить мероприятия. Работа ведется сейчас тоже, пока каникулярные дни. Пока так. Хорошо. Ясно, спасибо. У нас, значит, только 2 комиссии. Александров Алексей Иванович, у него ВКС тоже с 4 часов. И нету Елены Павловны. И Елены Павловны нету их времени. Но кто-то, наверное, не уточняли? Павловна улетела, сказала, что будет участвовать в конкурсе, если успеет долететь. Кто будет участвовать? Она сказала, что она подключится онлайн, если